Тинчесенмиси Заланла. В этом видео я попробую дать ответ на некоторые вопросы, которые поступили ранее. В частности, касательно моей биографии, моей деятельности и некоторые комментарии по деятельности неожиданно появившегося оппонента. Так вот, начнем, наверное, с моей биографии. Я обыкновенный Алан. Я родился в городе Карачаевск. Я Алан Карачая. Так я себя идентифицирую. Весь наш народ, в принципе, никогда не отрывал себя от имени Алан. Оно для нас общее. От Карачая, от самого западного края до самого восточного края Балкарии. Да? От реки Лабы до реки Хазна-Су. Для нас это общее имя, в принципе. Кто хочет это имя от нас оторвать, это те, кто, в принципе, хочет лишить нас тысячелетней истории, нашей истории лучшей, притом ее части, не той части, где начался упадок, а той части, где был расцвет нашей цивилизации, где у нас было все, что нам необходимо, все было свое, родное. Что касается моей биографии лично, да, более подробно об этом. Я, как и сказал уже ранее, родился в Карачаевске. Отчасти мое детство прошло в этом городе. Другой частью мое детство проходило в Сибири, что стало, на мой взгляд, одним из триггеров того, что я стал на путь политики, на путь изучения вообще истории, в том числе культуры нашего народа. Это то, что я жил в таком месте, где было много разных народов. Я общался с представителями множества народов. Я видел сходство языка. Я видел интересные, скажем, атрибуты культуры, такие как письменность, например, которые впечатались в мою память. И даже спустя много лет я не забыл о том, что я видел, о том, с кем я разговаривал, какие были люди на тот момент рядом. И исходя из своего жизненного опыта, я сделал некоторые выводы. И когда мне было 16 лет, ну почти исполнилось 16, я, собственно говоря, самовольно, добровольно купил билет в Карачай и оттуда из Сибири уехал. Если кого-то интересует вообще, как оказалась моя семья в Сибири и почему, я могу на этот вопрос тоже ответить. Были лихие 90-е, так сказать, и на моего отца, на его семью, на близких было нападение. Мой отец защищал свою семью, и в результате один из нападавших отправился, наверное, в рай, а второй из нападавших стал, скажем так, красивым. Так как я уже на тот момент родился, некоторые родственнички мои посоветовали моему отцу, чтобы от греха подальше, ну, семью увести подальше оттуда. Что он и сделал, собственно говоря. Хотя никто ему на тот момент не угрожал. Даже из родственников тех нападавших никто ничего ему не предъявлял. Наоборот, все были довольно-таки позитивно настроены в его отношении. Вот. Но получилось как получилось. В 16 лет я вернулся на родину и обнаружил для себя интересную вещь. А именно то, что
записанное в книгах, которые я читал еще до приезда в Карачай. История, культура, обычаи, да даже национальная одежда были буквально вычеркнуты из реальности. То есть я не обнаружил ничего такого, чтобы можно было сказать, что народ есть. То есть я не мог отличить представителя нашего народа от любого другого. То есть для меня было это непонятно. Что произошло, это уже для меня как бы стало таким шоковым моментом на самом деле. Многие из тех, кто меня окружал на тот момент, те, кто говорили, что они вот карачаевцы, что они аланы в том числе, да, они не владели своим языком. Не говоря уже о письменности. О наличии у нас своей письменности я узнал из трудов профессора Сослана Якубовича Байчорова, который десятилетиями собирал всю информацию, выезжал в экспедиции. И благодаря трудам профессора Байчорова я овладел нашей письменностью и начал даже ее распространять, рассказывать другим людям о том, что у нас есть письменность. Сначала люди даже смеялись над этим. То есть не понимали люди вообще, что у них есть своя письменность. Типа они как-то думали, что своя письменность это арабская письменность. Но у нас была именно своя письменность, не арабская. Не латиница, это не кириллица. У нас была своя уникальная письменность. Вот. Она похожа на древнетюркскую руническую письменность. И по сути являлась ее ответвлением. Так вот, информация об этой письменности сохранена. Есть книги, которые издал самостоятельно профессор Сослан Байчоров. Я не поленился все их прочитать. И, собственно говоря, благодаря этому я знаю то, что я знаю. Так вот, какие-то люди отрицали даже саму возможность наличия у нас собственной письменной культуры. Другие называли эту письменность шайтанской. Ну, это были как раз коллеги нашего известного знакомого Темирбулатова, халифатчики такие ярые. Для них все, что не арабское, все, что может нас сделать свободнее, все, что может нас сделать самостоятельнее, является враждебным. Таковы их установки, в принципе. Для этого они и были к нам завезены. Вот, они для этого и существуют на этой территории, чтобы, скажем так, подрывать изнутри все те основы, которые делают народ народом. Все те основы, которые могли бы при прочих условиях привести к нашей полной автономности, к восстановлению нашей государственности. Насчет моей семьи был вопрос от этого же самого Темирбулатова. Я все-таки на него отвечу, хоть он и не отвечал на мой вопрос касательно того, по какой такой причине он позволил себе 4 раза солгать за одно видео. То есть я считаю, что он абсолютный лжец, лицемер,
настоящий исламист, настоящий халифатчик. И я практически уверен, что одним из условий освобождения этого лица было сотрудничество с органами российских оккупационных сил. Так вот, моя семья — это самая обыкновенная семья. На самом деле, все они из Карачая. Нету никаких у нас ни йеменских корней, ничего общего с Йеменом вообще нету у нас. Вот. Все они были рождены в Карачае, выросли в Карачае. И, собственно говоря, я тоже был рожден в Карачае. Так вот, у меня есть братья, и никто из моих ближайших родственников, из моей семьи, никогда не был у кормушки. Буквально ни мой отец, ни моя мать, ни мои братья, ни я сам. Но родственники более дальнего порядка, они находятся у кормушки. И касательно этого, я думаю, нужно отдельно пояснить, как все было, да, чтобы вы знали некоторые интересные моменты. Так вот, это не для Тимирбулатова я рассказываю, да, это я рассказываю для вас, для моих соплеменников, для, собственно говоря, тех, кто живет с нами, рядом с нами. Я знаю, что не только сами аланы, но и те, кто рядом с нами живут, многие были бы рады, если бы мы восстановили свою автономность и тем самым дали бы, например, возможность им, этим людям, лучше самореализоваться, чем нежели это сейчас. Так вот, в одном из своих видео это лицо утверждало, что якобы мне не удалось оказаться у кормушки. Я здесь должен одно уточнение внести. У меня была такая возможность оказаться у кормушки, притом несколько раз. Самыми разными путями такая возможность была на самом деле. Единственным условием, чтобы оказаться у кормушки, является выполнение преступных указаний, поступающих из федерального центра, из Москвы. Именно указания федерального центра привели наш народ к его нынешнему состоянию, к полному нашему упадку, к изъятию у нашего народа самых ценных земель, курортных земель Архыза, Домбая. Теперь уже изымаются территории Хурзука, Учкулана, Карджурта. То есть все самые ключевые для нашего народа территории сегодня именно с указанием Москвы у нас изымаются. Именно москвичи приходят и скупают все там. И именно Москва назначала Темрезова в качестве своего гауляйтера на эту территорию. Без подписи Путина, без его лично подписи, ничего не происходит. И без его ведома ничего не происходит. Так вот, я мог бы быть у корыта, так сказать, да, как любит выражаться
Тимирбулатов. Но я не пожелал этого. Я именно отказался от этого. Я сознательно сделал свой выбор. Расскажу вам одну историю, как оно было. Однажды, получается, у меня происходит сложная ситуация, в результате которой я лишился вообще любого жилья. То есть я буквально оказался, ну, можно сказать, бездомным на какое-то время. И решить этот конфликт с моими родственниками, вызвался Темрезов. Не глава, который Темрезов, а его отец. Он тогда сказал так: слушайся меня, и будешь хорошо и вкусно кушать. Я тогда ему сказал: а что, если я не буду тебя слушать, я что, не буду вкусно кушать, что ли? Или что? Его это как-то задело, очевидно. Ему это не понравилось. Ну, на этом мы и разошлись. Я больше не контактировал с этим лицом. Но он открыт для контакта, в принципе. Любой человек в нашей местности, да, может, в принципе, подойти к нему и спросить любые вопросы. В том числе касательно моей биографии, да, более подробно, если кого-то заинтересует. Пожалуйста, подходите, я думаю, он вам даст столько информации, сколько он, в принципе, может дать. Вот. Непосредственно, прямым образом вы получите ответы на свои вопросы. Я сообщаю то, что для меня является наиболее ключевым, да, и отвечаю на те вопросы, которые для меня являются ключевыми. Так вот, примерно в этот же период я являлся активистом национального движения аланского в Карачае. Я распространял нашу письменность за свой счет. Я участвовал в различных мероприятиях, в памятных мероприятиях. Я не ленился напоминать всем вокруг меня о том, что с нами происходит, о том, что у нас есть права, о том, что наши права нарушены, о том, что наш народ не был реабилитирован. В основном у меня были в это время конфликты с правоохранительными органами и с халифатчиками. Да-да, вы не ослышались, именно с халифатчиками. А, Большая часть, скажем так, на тот момент я считал эти конфликты бытовыми, но сейчас я понимаю, что это конфликты были идеологические, политические конфликты. И большая часть из этих конфликтов происходила с участием какого-то исламиста и меня. Хотя мне не нужны были эти конфликты, собственно говоря. А, Они возникали только по одной причине. Потому что исламисты пытались, скажем, мне затыкать рот. Пытались мне указывать, как мне жить. Ну, я на это отвечал всегда примерно одинаково. Вот. Ну, происходило нападение на меня, я защищался. И, собственно говоря, многие исламисты сильно пожалели о своих действиях в то время. Но защиты от российских органов внутренних дел, от российского ФСБ вездесущего у меня нету и не было. И даже учитывая
то, что там какие-то из моих родственников занимают определенные посты, это, собственно говоря, никакой роли для ФСБ не играло. Они заинтересовались мной по той причине, что я активно выражал свою политическую позицию. В частности, я отрицал вообще и сейчас отрицаю то, что Крым может вообще в принципе как-то являться российской территорией. Крым является международно признанной территорией Украины, так же как и Донбасс, и Луганская область. Вот. Собственно говоря, я не признаю результаты этих российских референдумов. И об этом, обо всем я говорил буквально с каждым человеком на нашей земле. Буквально с каждым, кто со мной контактировал, так или иначе. Я объяснял людям то, что происходит беспредел, происходит милитаризация, то, что Москва пытается восстановить, собственно говоря, Советский Союз. Вот. И это вызывало разные реакции у людей. У исламистов я вызывал раздражение, потому что отвлекал, как они говорили, от самого главного. Ну, они же хотят все в рай попасть, и для них любая деятельность, которая не ведет в рай, будь то политика, наука, образование, медицина, да, в принципе, большая часть всего того, что человека человеком делает, неинтересны просто. Вот. И с ними я с какого-то момента полностью оборвал контакт. Я перестал вообще им что-либо объяснять. И сосредоточился я на подрастающем поколении. Я начал преподавать нашу аланскую письменность. Именно аланскую письменность. Не просто тюркскую, а аланскую письменность. У нас есть свой вариант этой письменности. Именно я его пытался преподавать. Но это столкнулось опять-таки с рядом ограничений. Опять-таки началось внимание ко мне со стороны российских спецслужб, которые натравливали на меня то каких-то наркоманов, то полицейских своих. Вот. Однажды был такой случай, когда в городе Усть-Джегута проходил парад в 9 мая. Я произнес такие слова вслух. Ну, то есть буквально прокомментировал то, что происходило. Рядом стоял один из товарищей моих на тот момент. И я сказал, вот посмотри, готовит Россия пушечное мясо. Детей одели в военную форму и заставляют их маршировать, как военных. Из детей пытаются сделать солдат. Нас к чему-то готовят. Вот примерно это я произнес. Ну, прошло уже много времени, я не могу буквально каждое слово вспомнить. А рядом стоял сотрудник ФСБ. Вот. Он это услышал, начал задавать вопросы и потом удалился. И в ту же ночь в моем небольшом офисе произошел обыск с участием ОМОНа. Вооруженные вот эти люди, прям до зубов вооруженные, с автоматами, с бронежилетами, пришли и начали что-то искать в моем офисе. Все перевернули, как бы, а нас отвели, меня и этого товарища, в полицейский участок. Вот. И, собственно говоря,
Только лишь чудом, на самом деле, мне удалось тогда этот полицейский участок покинуть. Вот. Потому как полицейские эти действовали исключительно с подачи того сотрудника ФСБ. И интересовало их многое. Что я делаю, почему я пользуюсь латиницей. Я и латиницей тоже пользовался. То есть я считаю, что для нашего народа идеальная письменность — это сочетание латиницы и аланской письменности. Так вот, после этого момента для меня стало уже очевидно, что любая деятельность, которая не согласуется с федеральным центром, которая не ведет к нашему исчезновению, является запрещенной, негласно запрещенной. В то же время для меня стало очевидно, что есть и негласно разрешенные различные структуры. Я понял окончательно, что вокруг меня не было никаких случайных событий, что все было очень даже под контролем, и что за мной уже давно наблюдают российские сотрудники Федеральной службы безопасности. Так или иначе, любое действие, шаг влево или шаг вправо, отслеживалось. Я попытался несколько раз поменять локации. Ам, Я полностью поменял несколько раз круг общения. Вот. Но это особого эффекта не дало. Вот тогда я должен был уже покинуть нашу родину, Карачай, аланскую территорию, землю нашу. И отправился я тогда в Москву. В Москве в общей сложности я пробыл примерно около 2 лет. И все это время я не останавливался как бы, да, в плане политики. Я дальше работал. В это время я уже создал саму идею, как бы основу для аланской тюркской платформы. Я начал свое личное расследование преступлений, которые были совершены против аланского народа, да и в целом против других народов. Примерно такие же преступления та же самая Россия совершала в разные времена. И когда Россия уже сбросила окончательно маску в 22 году, в феврале, когда Россия напала на Украину, я просто понял, что если для России Украина и украинцы являются враждебными, то аланы, мы для них даже вообще не люди. Они нас даже за людей не считают. То есть это надо понимать. И все наши проблемы, все мои проблемы, все те коллизии, через которые прошли представители нашего народа, в том числе и я, и мои родители, и их родители, это все было изначально так и задумано. И задумано это было в Москве, в Кремле. Вот. Для них мы неугодный и неудобный народ. По этой причине эта Российская империя не менее чем 2 раза совершила тотальный геноцид
нашего народа. По этой причине именно эта империя и ее поборники, пособники, в том числе и исламисты, делят наш народ на карачаевцев, балкарцев, а до этого пытались делить наш народ на тибердинцев, карачаевцев, маринцев, баксанцев, чегемцев, малкарцев, хуламцев, безингиевцев по территории, по территориальному признаку. Это все для них инструмент контроля. Все то, что разделяет нас, все то, что делает нас слабее, тупее. Э, Один из инструментов контроля, который многие из вас даже не замечают, наверное, уже сейчас это для многих стало неочевидным. Это те же самые, например, наркоманы, которые буквально заполонили нашу землю, нашу родину. Закладчики, которые за каждым кустом сегодня делают свое грязное дело. Вы, наверное, думаете, что это все случайности, что само по себе это все происходит. На самом деле это не так. Все это происходит с указания Москвы. И этот случай, например, с закладчиками, очень болевая точка, я думаю, сегодняшней современной нашей реальности, да, это тоже спланированная акция. Я попробую объяснить, для чего это было нужно. Коротко. А, Если бы Москва ввела прямой запрет на передвижение вне населенных пунктов, это бы вызвало бурную реакцию во многих регионах. Ну, то есть, как так? Если бы человеку запретили просто взять и покинуть даже собственный поселок, отойти там на 100 метров от него. Это же тюрьма получается, да? Что придумала Московия? Что придумал Кремль в этой ситуации? Они создают наркоманов, плодят наркоманов, создают сеть закладчиков. Она вся курируется ФСБ, она вся под контролем российских спецслужб находится, и в том числе даже и МВД. Вот. И с помощью этой сети они создают прецедент. Прецедент, в ходе которого людей, которые находятся вне населенных пунктов, например, в темное время суток, или вечером, или рано утром, отлавливают и предъявляют им обвинения. Вот. Чем ты занимаешься, их интересует, да? Почему здесь ходишь? Ну, то есть ты уже попадаешь в категорию риска. Таким образом, Москва ограничила право на свободное передвижение людей, используя свои ресурсы. Раньше Москва использовала для этого исламистов, то есть в роли провокаторов, и потом ей вводились какие-нибудь драконовские меры. Вот, карательные экспедиции в наш край, собственно говоря, производились неоднократно. Благодаря исламистам мы, как народ, потеряли 3/4 своего ареала обитания. Еще до того, как наша территория окончательно была огнем и мечом присоединена к России. Именно благодаря их провокациям постоянным, благодаря их бессмысленным призывам то в одну, то в другую сторону,
Наш народ потерпел огромный урон. Наш народ не знал в то время, в чем их основная роль. У нас их считали вообще какими-то блаженными до определенного момента. Вот. И только после того, как наш народ уже претерпел самый, наверное, ужасный геноцид за нашу историю, после того, как весь наш народ, аланы, Карачая и Балкарии, были полностью выселены с нашей земли в Казахстан, Кыргызстан, на эти территории. Некоторые люди начали догадываться о истинной роли этих незримых агентов Кремля. Вы вот попробуйте проанализировать сами, послушайте, что говорит тот же Тимир Булатов, что говорят другие исламисты. Они буквально повторяют всю ту же самую жвачку, повторяют одну и ту же пропаганду. А, У них есть что-то общее, да? Вот я ранее говорил, что текметчики, что халифатчики, они отрабатывают свой кусок хлеба в этом плане. Вся история нашего народа с их подачи, да, с подачи того же Хатуева, с подачи того же Тимирбулатова, она урезается на последние 6 сотен лет. 6 сотен лет постепенного упадка, которые они оставили нашему народу, чтобы мы не помнили о той истории, которая была до этого. До того, как исламисты начали проникать в наше общество. В это время, 600 лет назад, исламисты только начали свое проникновение, медленное поползновение в нашу сторону. Не было у нас никакого никогда халифата. Еще раз подчеркиваю это. Это полная, абсолютная ложь. Ни в одном документе, ни в одном историческом архиве вы не найдете нигде на земле ни одного слова о том, что у нас в Карачае или в Балкарии был режим шариатского закона. Это ложь и лицемерие, и это единственный способ работы, да, единственная метода, скажем так, по которой работают эти внештатные агенты Кремля. Я считаю на полном основании всех до единого исламистов, бородатых или не очень бородатых, агентами Кремля. Этому есть много доказательств. Тот же Гейдар Джемаль, который постоянно на НТВ там угрожал устроить халифат. Но это был провокатор. И все они, в принципе, работают одинаково. Вот. Именно исламисты разрушили государство Ичкерии. То есть Ичкерия была разрушена именно благодаря исламистам. Они подорвали изнутри это государство, они сделали его образ на весь мир связанным с какими-то боевиками. Вот. И таким образом Ичкерия утратила окончательно свою возможность сохранить свою независимость. То же самое происходило и с нами. То же самое. И сейчас это происходит. В это самое время, пока этот Тимир Булатов, например, да и другие многие ему подобные, ходят и рассказывают на каждом углу сказки про
600 лет шариатского строя, рассказывают сказки про каких-то там легендарных богатырей. Наш народ сегодня, прямо сейчас, теряет свои возможности, да, возможность самого выживания нашего. Еще не так давно, лет так 25 назад, в моем детстве, исламистов считали недееспособными, в принципе. От них люди у нас шарахались, скажем так. Их обходили стороной. С ними старались рядом не стоять. Но потом, благодаря российской пропаганде, благодаря телевидению, нашему народу внушили, что они якобы какие-то позитивные личности, что они якобы там борются с наркоманией, с алкоголизмом. И под этим соусом они плавно вошли в нашу жизнь. На самом деле, ни с чем из этого они не борются, никогда не боролись. Вы можете посмотреть на Афганистан, Пакистан и другие многие шариатские страны, где эти законы 7 века сегодня действуют до сих пор. И вы увидите, что по сути какой-то серьезной борьбы с этими явлениями в этих странах нет. И не было. Для них, для шариатчиков, хорошо все то, что приносит прибыль, все, что приносит деньги. Поэтому они не могут нам, в принципе, никакой адекватной альтернативы предложить. Но им такой образ создали. Таких правильных парней, якобы поборников справедливости. Вот. Для того, чтобы наш народ не отторгал их слишком сильно. Но даже несмотря на это, я своими глазами видел, я сам лично знаю людей, которые по доброй воле, да, даже секунды не будут проводить времени рядом с этими самыми халифатчиками. И разговаривая, общаясь с разными представителями нашего народа, с множеством представителей нашего народа, самыми разными категориями, разного возраста, я узнал, что я не единственный далеко, кто все это понимает. Я далеко не один, кто понял, что происходит. Я считаю, что сейчас не время для того, чтобы молчать. И пока у меня есть возможность такая говорить всю правду, я буду говорить всю правду. Какая бы горькая она ни была. Я считаю, что лучше говорить правду, чем закапываться во лжи и тем самым еще более усугублять положение. Это мне не подходит. Был также еще один вопрос касательно того, а что я лично сделал, ам, чтобы наладить, например, дипломатический контакт с нашими соседями. Многие из вас, конечно, думают, что политика это грязное дело, в политике одни провокаторы и так далее, и так далее. На самом деле это не совсем так. Как раз таки в политике все зависит от самого человека. Какую позицию займет сам человек. И я решил занять такую позицию, которая будет нам максимально на пользу. Я несколько раз попытался контактировать, да, с представителями адыгов, которые живут рядом с нами, вплотную к нам. В том числе с представителями зарубежной диаспоры адыгов. Вот.
И, к сожалению, к моему, я столкнулся с агрессией, я столкнулся с шовинизмом в наш адрес, ревизионизмом. То есть буквально нам, мне попытались указывать на то, что якобы там мы в 3 аулах жили, вот, и якобы мы не имеем на другую территорию никаких прав. Хотя наш народ сегодня на этих территориях проживает, да? А мы знаем, что по международному праву любое размежевание происходит по факту текущего, настоящего ареала проживания того или иного народа. Неважно. Размежевание происходит по факту. Это нельзя никак обойти. Это невозможно никак игнорировать. Вот. То есть в одном из дебатов, на которые меня вызвал один из таких представителей Великой Черкесии, ну вы поняли, да, в кавычках Великой, я прямо указал на то, что вообще сама Кабарда, как проект, это был проект России, что вызвало бурную реакцию со стороны моего оппонента. Он буквально сорвался на оскорбление, он начал материться в эфире. То есть были свидетели этого всего, да. И это при том, что я не позволял себе никаких ни оскорблений, никаких резких даже высказываний. Я просто обозначил ту точку зрения, которой придерживались и придерживаются многие наши соплеменники, да. И для нас это так, это неоспоримая истина, что Кабарда являлась э, тем же самым примерно в 18-19 веке, тем же самым, что и сегодня, например, Кадыровская Чечня. Это, по сути, жандарм, который назначен федеральным центром, получается, Москвой, для того, чтобы запугивать, контролировать, подавлять окружающие народы. И если я солгал хоть в одном слове, ну, пожалуйста, попробуйте это оспорить. Попробуйте сказать, что это не так. Есть же документы, и не только у нас. Есть документы, в соответствии с которыми все очевидно, все видно, все на виду. После этого случая, после этих дебатов, я все равно еще раз попытался наладить контакт. Ам, Но, тем не менее, это тоже не привело к какому-то ощутимому результату. Итак, я констатирую факт. Ам, Тимир Булатов рассказывает про то, что 3 аула — это наша родина. Так он говорит. 600 лет истории, а до нее пустота. Он эту тему не освещает. То есть он рассказывает про 600 лет, про своего якобы предка. Опять-таки, у меня нет причин ему верить вообще. Вот. И об этом же говорят наши главные оппоненты, собственно говоря, да, поборники проекта Черкесии. Я лично считаю, проект Черкесия — это чисто российский проект. Никакой не британский, никакой не там какой-либо еще. Это чисто московский, кремлевский проект. Это проект для того, чтобы мы никогда не смогли получить реальную независимость. А реальную независимость мы можем получить только в одном случае, если мы будем по текущему ареалу обитания проводить размежевание.
Это реалистичный сценарий. Вот. В таком случае любые конфликты, они должны быть, по идее, сразу исчерпаны. А, Но именно этот проект был создан для того, чтобы внести раздор между нами и адыгами. Чтобы адыги считали те территории, на которых мы сегодня проживаем, своими. Им рисуют карты вот эти вот там от моря до моря. Огромные там территории буквально приписывают туда. Вот. А с другой стороны, нашему народу предлагают роль такой загнанной в угол жертвы. Да? Вы там живите в 3 аулах на голых скалах, мол, в составе Черкесии. Вот. А все остальное, оно не ваше. Так вот они нам это все подают. И я выступил против этого. И смотрите, какая реакция, да? Тут и халифатчики подключились. Тут и, собственно говоря, представители этого проекта Черкесии начали выступать, да, сразу же против меня настроены были. У меня не было цели вносить раскола, еще раз подчеркиваю, да. У меня была и есть цель наладить взаимопонимание и поспособствовать тому, чтобы мы смогли командно работать. Но получается то, что получается. То есть от меня не зависит исход каждого предприятия, скажем так. От меня зависит только моя зона ответственности. И я сделал все, что я мог. То есть в этом плане. К сожалению, с нашими соседями у нас до сих пор нету реального дипломатического контакта. У нас нету взаимопонимания вообще. То есть на корню его нету. Это факт, просто факт. И это надо как-то исправлять. Потому что в противном случае мы останемся на том же месте, в точно такой же позиции. Вот. Я знаю, что здоровые представители существуют, как бы, да, что есть среди адыгов люди, которые хотят свободы больше, чем величия. Вот. И голос этих людей мы сегодня не можем слышать, потому что они запрещены, потому что им не дают площадку для выражения. Ам, Если таковые есть, я готов, в принципе, выйти на контакт с любым здоровым, адекватным представителем от народа адыгов. Вот. Далее. Был такой вопрос от Темирбулатова. Я еще раз подчеркну, Темирбулатов не ответил ни на один мой вопрос. И еще раз подчеркну то, что Темирбулатов, несмотря на то, что якобы он там с какими-то бабульками конфликтует, и несмотря на то, что он якобы выступает против написанной Умаром Алиевым, Рашидом Хатуевым, Ибрагимом Шамановым и другими российскими деятелями, историками этой лживой истории. Ну, по факту она лживая. То, что там пишет Умар Алиев, это явная клевета на наш народ. В этой книге, где он там рассказывает о том, что якобы там кабардинские князья приходили и творили все, что хотели, безнаказанно. Но это полная ложь. Вот. Безнаказанно на нашу территорию никто ни разу не смог зайти. То есть это было в то время невозможно. Но надо понимать, в каких условиях тот же Умар Алиев писал эту книгу. Давайте я попробую
скажем так, пояснить эту ситуацию тоже. В то время для того, чтобы получить привилегии какие-то от Москвы, народы соревновались не в своем величии, как сегодня, а как раз таки в том, кто больше ущемлен, кто кого больше притеснил, да, на это давили, в основном акцент был на это. И именно такую историю Умар Алиев подавал в Москву. Вот. Собственно говоря, я не уверен в том, что а, это как-то сильно сказалось на нашем положении. На самом деле, да, мы были неугодным народом, и мы им по сей день остаемся. Вот. Но, по крайней мере, такая версия была озвучена некоторыми из тех людей, с кем я общался ранее. То есть я не могу считать Умара Алиева абсолютным злодеем. А, Так же, как я не могу считать, например, абсолютным злодеем даже сегодняшнего назначенного главу. Увы, а, есть и плюсы, и минусы, скажем так. Но что касается халифатчиков, тут никаких третьих вариантов нету. Это абсолютное зло. Это полностью направленное против нашего народа, против каждого из нас сила, которая желает сделать нас всему миру врагами. Вот то, что они устроили в Сирии, та бойня, которая была ими организована исламистами, это именно то, чего они нам хотят. Понимаете? Вот такую, такое будущее они нам готовят. Я же хочу, чтобы мы были просто свободным, успешным, человеческим государством, чтобы наши права не нарушались, чтобы к нам снова не вторгалась ничья армия российская в том числе, да, чтобы мы были способны себя защитить со всех сторон, не только физически, но и идеологически. Итак, возвращаемся к тому вопросу, который был задан Темир Булатовым. Как так получилось, что я а, общался с Назифой Кагиевой? Она мне сказала, как есть, да, то есть, что она считала правдивым. Вот, она это и сказала. А именно то, что этот рассказ про Харчу является выдумкой, фантазией. Вот. И она считала, что эта выдумка, фантазия была необходимой. Она это пояснила. Но как произошел контакт именно, да, вот это тоже я могу пояснить. В это время я был знаком с ее сыном. У них были некоторые вещи, которые им были не нужны, а мне могли пригодиться. Вот. И я никогда не был каким-то гордецом, никогда я не был каким-то высокомерным существом. Вот. Я не отказался от помощи в то время. Собственно говоря, вот так и произошла моя встреча с Назифой Кагиевой. И я хочу сказать, что это была очень доброжелательная женщина. Она очень вежливо разговаривала. Вот. На мои сложные вопросы она дала такие исчерпывающие ответы. Вот.
Я, в принципе, э, считаю, что ее словам можно верить. В отличие от слов Хатуева или Алиева или Тимирбулатова или Шаманова, таким людям, людям, которые способны в лицо говорить правду, которые могут на сложный вопрос дать простой и понятный ответ, я считаю, им можно верить. Такая вот ситуация. И да, надо бы еще такую вставку сделать. А, Тимирбулатов утверждает, что он третий политик Карачая. Но на чем он основывается? На том, что он третий по счету? Он начинает с Карчи, был он или не был, да? Это еще большой вопрос. Потом он называет Ислама Крым-Шамхалова. Насчет Ислама Крым-Шамхалова я скажу так, это действительно был политик. Никто не может сказать, что этот человек был хоть в какой-то мере не на стороне нашего народа. Вот. И уже затем он переходит к себе, что он вот третий по счету. Я считаю, что надо помочь Тимирбулатову, да, сразу стать первым. Смотри, Тимирбулатов, я думаю, ты будешь внимательно смотреть то, что я говорю. Ты попробуй считать не с начала, а с конца. И ты сразу станешь первым политиком. Сразу ты номер один. Вот. А если ты еще и подойдешь к Темрезову и спросишь у него все то, что ты хочешь знать обо мне, о моей семье, я абсолютно уверен, что никто тебя выгонять не будет, потому как и ты, и Темрезов, и его сын, вы настоящие россиянцы. Вы россиянцы по своему менталитету, по своей натуре. На каком бы языке вы ни говорили, чем бы вы ни прикрывались, вы россиянцы. Вы соответствуете э, ожиданиям Кремля. Вы на его стороне. Вы не можете называть войну войной. Вы не можете назвать оккупацию оккупацией. Вы не можете говорить всю ту правду, которую я уже больше 10 лет говорю своему народу. И своим народом я считаю тех людей, которые способны эту правду вообще воспринимать, которые способны своей головой думать. Если вы хотите, это я уже обращаюсь к моим соплеменникам, да, если вы хотите быть, скажем так, урезанной версией, если для вас 600 лет истории, 600 лет упадка, это достаточно, если для вас 3 аула — это все, что вы считаете своей территорией, если для вас слово лжеца Тимирбулатова, оно как-то вообще сопоставимо с моим словом, то, наверное, мы с вами разные. Разная у нас идентичность, значит. Еще раз подчеркну, такие слова, как карачаевец, балкарец, чегемец, баксанец, безингиевец, хуламец, маринец, тебердинец — это все
Катойконимы. Это не про название этноса. Мы являемся этносом. В первую очередь, мы аланы. Если кто-то желает быть частью проекта, российского проекта, так называемой политической нации, о которой постоянно с каким-то благоговением говорит халифатчик, исламист Тимир Булатов, то, пожалуйста, это ваше право. Но мы, аланы, я и те многие другие аланы, которые себя называют своим именем, для которых есть наша собственная точка зрения, для которых есть наша письменность родная, для которых есть наша Родина, мы будем оставаться аланами. Вот. Как бы нам чужого не надо, но и свое мы никому не отдадим. Это вы должны знать все те, кто считает, что что-то как-то сможет изменить. Нет. Мы тот народ, который просуществовал уже не одно тысячелетие, как народ. И я уверен, что у нас есть будущее, что мы обязательно будем свободными. Я уверен в этом. Вот. Но для этого придется провести много работы. Для этого придется предпринять определенные усилия. Не просто разговоры, сказочки. Придется работать с документами, с организациями, вести переговоры, получать поддержку от международного сообщества. Мы как этнос имеем право на существование. И наши права нарушаются. И мы должны защитить эти свои права. И не только свои права, а и вообще в целом права человека. Каждое нарушение, оно ведет к следующему, еще большему беспределу. Поэтому я призываю наш народ сосредоточиться не на исторической полемике, не на сказках про этот шариатский халифат, про какие-то 600 лет шариата, не на том, что рассказывают абсолютные лжецы и лицемеры, не на каких-то там книжицах, которые написаны сомнительными личностями, да, личностями, связанными с угнетателем, с Кремлем, а сосредоточиться на нашей текущей реальности. Сейчас нам нужно организоваться, нам нужно собраться, нам нужно бороться за нашу свободу, за наше будущее. Нам нужно защищать свои права, опираться на международные институты, которые будут работать в тот период, когда это государство, оно неизбежно ослабит свои позиции, и мы будем опираться на эти институты. То есть все наши вопросы между собой, с нашими соседями, они должны реализовываться, решаться в рамках международного права. Потому как в России прав у нас нету. Не только у нас, ни у кого уже там прав нету. Еще одна отсылка, кстати, к Тимирбулатову, да, он же там буквально в своих видео угрожает мне тюремным заключением, там кружечка, ложечка с дырочкой, что-то такое он вроде произносил там, да, и буквально угрожает доносами
на каких-то бабок из каких-то там телеграм-каналов. Вот. На самом деле это их нормальная работа. Вот, писать доносы, лгать, лицемерить. Вот. Это работа исламистов. Это вся их жизнь, вся их история в этом. Их слово, их клятва, оно ничего не стоит. Они являются неотъемлемой частью русского мира. И эту функцию они выполняют лучше, чем даже кадровые сотрудники ФСБ. Вот. Поэтому им и разрешили существовать. Поэтому такие, как я, вынуждены покидать свою родину. А такие, как Тимур Булатов, остаются и рассказывают вам сказки про шариат и халифат. Я надеюсь, что вот это видео, оно даст исчерпывающие ответы на те вопросы, которые появляются или появлялись ранее у тех, кто следит за нашей работой. Я надеюсь, что аланы, которые меня слышат и видят, смогут покинуть эту территорию и смогут принимать участие в работе нашей аланской тюркской платформы, которую Россия объявила экстремистской организацией, я вам напомню. Об этом вам тоже исламист и халифатчик не расскажет, но вы можете открыть реестры, вы можете использовать Google и сами увидите, кто говорит правду, а кто просто вешает лапшу на уши. Такая вот ситуация. Давайте работать. Я не могу быть постоянно на связи, да, постоянно в качестве блогера какого-то. Это мне не подходит. Мне приходится работать с документами, мне приходится вести переговоры с разными организациями. Вот. И в целом очень много работы. У нас теперь есть свой сайт. Вы можете зайти на наш сайт alanl.info. И там вы увидите результаты нашей работы в том числе. Нам есть что показать, мне есть что показать из реального мира, не из сказок про эти исторические какие-то события. История это такая наука, которую как хотят, так и вертят. Вот. Есть факты, есть археология, есть та же генетика, например. Есть множество способов сконструировать или воссоздать, восстановить реальную историческую картину мира. И я руководствуюсь именно таким способом. Я никогда не верил и не планирую верить ни одному официальному аккредитованному российскому историку. Для меня, будь то текметчики, будь то халифатчики, да, официальные или неофициальные даже, являются частью русского мира. Я считаю себя частью нашего родного аланского мира, нашего народа. И кто вправе, в принципе, это оспаривать? Я надеюсь, все у нас получится. Я надеюсь, вы сможете донести эту информацию до других аланов. И мы совместными усилиями как-то выкарабкаемся из этой западни, которую нам организовали представители русского мира. Эсен күрешейік аланла, эсен қаламыз.